Испытано на себе. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на телеканале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». И сегодня у нас будет, как всегда, достаточно интересный, информативный выпуск. И говорить мы сегодня будем о насекомых. Честно сказать, этот выпуск для меня достаточно волнителен, потому что некоторые виды насекомых я просто не могу даже по виду, немного их побаиваюсь. Но, может быть, сегодня я переборю эту фобию, а поможет мне в этом руководитель компании Xenos Евгений Попов. Евгений, приветствую. Добрый день. Приветствую. Жень, ну давай, наверное, начнем. Вообще самое, что на слуху из последних новостей, это то, что ваша компания работает над насекомыми, которые могут перерабатывать пластик. Но под пластиком пока подразумеваем всего один вид. Это вот полистирол, такие вот мягкие виды пластика, упаковка доширака, пенопласт. И вот у нас есть несколько насекомых, 3 вида. Эти вот потрясающие жуки, называются Зафобос морио. Вот. Их личинки отлично перерабатывают. Так, я сейчас буду немного привыкать, то есть я сейчас уже взял баночку, это большой шаг для меня, на самом деле. Можете кинуть. Так, я могу покормить их прямо пластиком? Да. Со временем, это не многовато? дней. Они будут всю неделю питаться. Это им на целую неделю. Так. И можно еще белковую подкормку. Все, жуки довольны. Так, ну вот видите, как неприхотливые ребята. Вот это, то есть через неделю мы можем посмотреть, и вот этой штучки уже к сожалению, сейчас их личинки находятся в другом здании, но личинки лучше намного едят. Они такие крупные, но показать мы вам их сейчас не можем. Женя, скажи, я вот вижу за твоей спиной стенд небольшой, то есть это в принципе что? Наглядно показывает, как они перерабатывают. Вот это вот съел жук Зафобос морио, здесь у нас скушал жук большой мучной хрущак, а вот это вот большая восковая огневка. Замечательная бабочка. Слушай, то есть получается это даже не один тип жуков? Это 3 вида. Вот, например, огневка, она у нас находится здесь. На самом деле вид достаточно интересный. Так, не вылетает? Могут вылететь. Там внутри находятся личинки, которые, согласно некоторым данным, статьям, но мы еще их исследуем, могут перерабатывать полиэтилен. Но пока что мы сами должны в этом убедиться. Вот. И там внутри личинки, вот это вот куколки. Вот. Что у них минус какой? Во-первых, они летают, а во-вторых, они являются бичом для этих пчеловодов. Они вредитель ульев. Слушай, как будто они съедают ульев. Пахнет медом. Да, там мед внутри. Это мой хороший знакомый Николай принес, он разводит пчел, и вот то, что там находят. Ну, про эту огневку много чего можно рассказывать. Кто-то даже считает, что она обладает волшебными лечебными свойствами. Интересно. А вот сейчас на данном этапе, на каком этапе сейчас исследования находится? То есть вы уже определили какой-то самый эффективный вид жуков? Пока, очевидно, будет вот Зафобос морио. Посмотрите, они начинают кушать. Сперва, конечно, они съедят то, что им больше нравится. Так, вот они накинулись на белковую, пищу? Да, и когда она закончится, они нечего делать, будут грызть пластик, полистирол. Слушай, ну по виду они похожи на наших этих волосогрызов. Да, но они никакого отношения к ним не имеют, совершенно разные семейства. Это семейство чернотелок, а там усачей. Вообще, ваша задача адаптировать их, к нашим условиям? Нет, мы планируем больше сделать для людей, которые любят экологию. Не просто люблю экологию, в кавычках, а по-настоящему любят экологию. И будут такие вот устройства, называются ксенобоксы, которые будут полностью кишеть насекомыми, личинками. И человек может в процессе своей деятельности кинуть, например, упаковку доширака. Со временем они ее переработают. Вот. Это немного другой вид, да? Это большой мучной хрущак. Так, давайте покажем. Их мы тоже можем сейчас покормить, да? Можете, пожалуйста. Так, давайте-ка. Ну-ка, ребята. Так, я никогда вообще не кормил насекомых, целенаправленно. Делаю это сегодня в первый раз, еще и кормлю пластиком. Кто бы мог подумать. Так, любое место кинуть, они сами его найдут, да? Так, давай куда-нибудь вот сюда. И тоже белок. И еще один. Или вот у нас еще много здесь, да? Да, может, они сейчас скрылись. То есть, я так понимаю, что у человека, который радеет за экологию, например, дома находится вот такой вот ксенобокс, и он
разводит этих жуков и, соответственно, Да, еще и абсолютно перерабатывает верно. пластик прямо у себя дома. То есть, в отличие от собаки, это животное не так много питается, оно не потребитель, а наоборот даже как-то производить что-то хорошего. Если человек ленивый, например, их не надо выгуливать, минимальный уход требуется. Плюс делает доброе дело. Да. Потому что пластик сколько лет разлагается? Вот полистирол будет 100 лет лежать 100 под лет. солнечными лучами, да. Почему полистирол так опасен? У него есть фенольные кольца, его, например, нельзя сжигать, в отличие от других. Ага. Вот. А чтобы его утилизировать, делают специальный пиролиз, то есть без доступа кислорода происходит сжигание. Тогда более-менее хорошо все. Но, тем не менее, это дорогостоящее мероприятие. Требуются определенные заводы. Хорошо, ну что, наверное, мы оставим наших друзей, которые любят пластик, в покое. Вообще здесь, надо сказать, это у вас целая лаборатория. Что-то наподобие. Пока что еще не совсем лаборатория, но стремимся к этому. Теперь, наверное, к самому такому для меня немножко страшному моменту мы перейдем в другой кабинет, где я видел таких больших-больших тараканов. Те, кто недолюбливает Я тараканов, сейчас думаю, немножко нужно извиняюсь, у нас тут отойти был от недавно экранов. переезд, поэтому Ага. тут у нас такой бардачок творческий. Мгм. Все это со временем у нас придет в порядок. Ну, вот тут мы разводим насекомых либо на продажу, либо для себя показывать детям, экскурсии Мгм. проводить. Вот, например, у нас тут кушает, не знаю, видно не видно, Так, сейчас мы... индийский партеногенетический скорпион. Что интересно, вид небольшой, он вырастет максимум до 4 сантиметров. Что интересно, у них в природе существуют только самки. Самцы до сих пор не найдены. Серьезно? Да, размножается партеногенезом. Самка откладывает яйца неоплодотворенные, из них выходят новые самки и так далее. Поэтому этот вид очень удобен для начинающих людей, которые занимаются экзотикой, потому что размножение скорпионов — это очень сложный процесс. Мгм. Иногда самки убивают самца, иногда они друг друга убивают. Вот, там нужны определенные условия, а здесь ничего не нужно. Ну, Плюс этот- он не смертельно ядовитый, укус его напоминает укус 5-6 ос одновременно. В одно место. Да. Да, Но кстати, это Женя больно, знает, но о чем не говорит. смертельно. Я перед съемками спрашивал, кусал ли его этот скорпион. Он сказал, что да. Как это ощущение? То есть это... Как будто резко ударили иголкой, потом палец, конечно, немножко опухает. Вот. Я человек аллергичный, поэтому. А если человек не аллергичный, в принципе, может даже все хорошо, Мгм. без каких-то покраснений. 2 скорпиона у нас тут находятся. Еще два? Где? Тут тоже скорпион, Другой, точно такой же, Точно такой же? только поменьше. Еще поменьше. А, вон он. Да. Там мокрицы. Что интересно, скорпион не ест мокриц, а мокрицы, они убирают за ним, то есть санитары. Серьезно? То есть он с ними как бы содружествует? Да, мне кажется, у них очень твердый панцирь, поэтому он просто не может укусить их и не трогает. А здесь большой? Нет, тут ничего нет. Тут просто- майонез. Тут пчелки мертвые. Что-нибудь из них сделаем. Там Кормите, да? мертвые пчелки для моли. Ага. Так, ну что, друзья, мы перешли к следующему стенду. Это тот момент, которого я, наверное, боялся больше всего в сегодняшнем выпуске. Вообще, Женя, у тебя, может быть, есть какие-то советы людям, у которых есть фобия, как ее можно переступить, чтобы, например, взять в руки На самом деле вот такого подобного? сложно, но говорят, надо перебороть свой страх. И давайте. Не, попробуем подожди, продемонстрировать. давай, прежде чем мы обратите внимание, как называется, это тараканы, да? Да, этот таракан называется сетчатый таракан архимадрида. Обитает он в Южной Америке и является одним из 3 крупнейших тараканов планеты. То есть Вот. это один из самых больших тараканов Да, в мире? не самый Стой, большой. Не вытаскивай пока, подожди. Нет, пока держи у себя в руках. Да, ты же не будешь бросать, да? Люди удивились величию этого насекомого, назвали его так красиво архимадрид. Архимадрид. Прямо как... Они медленные, спокойные животные, они не кусаются. Единственное, что у них, вот, если посмотреть на лапки, там шипы. Вот в детстве у меня был такой случай, видимо, после этого у меня такое несколько такое сильно не очень привлекательное отношение к насекомым подобного рода. Вот, я гулял, маленький был, гулял во дворе, смотрю, какой-то, знаешь, вот, как сказать, как будто большая черная ягода или не ягода, ну что такое вот мохнатое, ну как, даже безобидное было, да, тема какая-то. Я думаю, что там все шевелится, такое подозрительное. Взял буквально палочку, воткнул
и разбежалось просто миллион каких-то паучков, то есть маленьких. Они в разные Да, стороны. это был кокон, скорее всего. Нет, а там как будто внизу был еще большой паук. Да, это скорее всего. То есть Самка это несла бывает- кокон, в котором находились паучата, и когда ты тронул, они разбежались. Это было огромное. Иногда бывают паучата на самке передвигаются. Ага. То есть такой автобус, да? То Да, есть да, 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 да. тревожил, но для меня это был шок. Так, ну что, друзья, передача испытана на себе. Сейчас я хотел подольше оттянуть этот момент, но нужно сейчас взять вот этого сетчатого таракана, архимадрид. Блин, он еще и изгибается. Так, подожди. Пытается прыгать. Прыгает? Он может прыгать? Нет, нет, шучу. Слушай, так, ну еще Женя сказал, что... Да, давайте еще поговорим немного. Женя сказал, что у них на ногах есть шипы, да? Шипы, да, Шипы маленькие. для чего ему? Просто так, адаптивно. Плюс защита небольшая от хищников. Так, ладно, если Евгений мне... Я могу тебе на плечо посадить, Нет, нет, тогда ты его не почувствуешь. нет, я готов, я мужик. Я, знаете что, мне кажется, если Евгений не может мне сказать способ, как избавиться от фобии, я сам себе его придумаю. Я представлю, что это маленький котенок, да? Это котенок есть. Серьезно? Наши кошки. Так, поехали. А он сам переползет или ты мне положишь? Я, наверное, положу. Давай. Блин. Вот так. О, магия работает? Он не кусает? Нет, нет, он не укусит. На самом деле, у них очень мало, они для нас очень ценны, поэтому я прошу, чтобы ты его не уронил. У нас всего 2 экземпляра осталось. Он может упасть? Да, если он упадет, он травмируется. Не падай. Все, можно брать. Мгм. Я перебрал себе страх. Пожалуйста. Так. Так, тогда этих тоже возьмите? Нет, нет, это мы давайте дальше уже просто посмотрим. Давайте, друзья, смотрите, Ага. следующий. Это у нас чуть поменьше, называется сетчатый таракан. Ой, не сетчатый, а боливийский или Блаберус кранифер. Он поменьше, чуть изящней. Да, Слушай, да, то, что они более активны, поэтому я думаю, для первого раза и Они в рамках значительно нашей более передачи. активны. Вот это вот крылатые, это взрослые особи, а вот бескрылые, похожие на трилобитов, это нимфы так называемые, ну, личинки. То есть они могут быть как бы родственниками трилобитов? Нет, 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 просто Просто они похожи. визуально похожи. А. Тут у нас тоже интересная группа. Чем они питаются? Они все питаются чем угодно, но так же, предпочитают как и фрукты, домашние овощи. тараканы. Фрукты, Они, да, овощи. все тропические животные. Так, следующий, третий. Так, здесь у нас что? Здесь у нас Как ты смело их берешь? Это, бля, они поменьше, да? банановые тараканы. Они Банановые? зеленые. А взрослые зеленеют. А ты сейчас посмотришь, что они могут летать. Ну, сейчас здесь прохладно. Не, пусть они не летают. Они пусть Хорошо. Спокойно там. Вот такие вот существа. Они на свет летают. Тут очень страшный вид, которого я сам боюсь. Серьезно? Да, я постараюсь открыть, но если он будет убегать, я резко закрою. Семен, иди, пожалуйста. Камеру, главное, чтобы показать нашим зрителям. Испытано на себе. Испытано на себе. Вот тут вот. Какой быстрый. Ничего себе. Ты видишь? Это американский таракан. И в чем его ужас? В том, что он очень хорошо адаптируется ко всему. Учитывая, где мы сейчас находимся, в здании технопарка Якутия, тут еще есть кормовая база для них, высокая влажность, тепло. То есть, я правильно понимаю, что они очень хорошо адаптируются и в любой среде могут... 2 вида тараканов. Это вот наш прусак, Блателла германика по латыни. И вот этот, перепланета американо, американский таракан. Перепланета означает, что он весь свет типа, может. Но наш таракан, на самом деле, круче этого таракана пока что по выживаемости. Наши домашние. Наши домашние. Ага. Между ними идет конкуренция, и наши конкуренции выигрывают. Во-первых, они меньше размера дают преимущество. Быстрее они цикл свой проходят, дает им больше изменений. И они, в отличие от американских, наши прячут свои куклы с яйцами куда-то. Ненавидное место бросают. А эти прямо на виду. Да, на виду. Они не боятся, на свету могут бегать. Вот. А наши пугливые, что дает им больше способа выжить. В России вообще вот таких, как бы, они свободно не водятся. Могут водиться, например, по-моему, я, если не ошибаюсь, они в Владивостоке есть. Там где порты, в некоторых зданиях, которые соответствуют их
требованиям по влажности и температуре. Ага. Слушай, вот смотрим там американские фильмы, да, там вот бегают такие тараканы. Это они. Это Это они, да, американский таракан. На самом деле он тоже из Китая, родина его Китай. Вот, но распространился по всему свету и назвали его американским. Что ж такое-то? Прям Китай родина для всего. А для наших домашних маленьких это они тоже родом из Китая? Вот я не знаю, их называют Ботелла германикой, то есть германский таракан, по идее. Вот откуда его родина, я не могу точно сказать. Но его называют еще прусак, что указывает на его, скорее всего, европейское происхождение. Еще есть черный таракан, но он сейчас вымирает, у нас их нет. Вот это вот, их достаточно много здесь, очень простой, мраморный таракан. Я так понимаю, их очень легко разводить. Их очень легко разводить, и ими очень хорошо питаются различные беконы, ящерицы, лягушки, и люди, змеи. И люди, которые разводят данных экзотических животных, требуется живой корм в виде мраморного таракана. Ага. Такой звук еще. Подождите-ка, ну-ка, может, сейчас. Это шахматный таракан. Шахматный? Да. Он даже больше похож на жука, чем на таракана. Достаточно сложный в уходе, требовательный вид. Любитель фруктов. И тут у нас находятся мокрицы. Мы там видим, как они собрались в клубок и едят собачий корм. Прям накинулись, да? Да. У нас, но мокрицы не шли и погибали. Вот это вот единственная колония, которая успешно. 10 штук было, а размножилось их достаточно здесь много. Вот, Слушай, мокриц сложно разводить? Ну теперь они спокойно, да, разводятся. Мы хотели сделать что-то наподобие закрытой экосистемы, где будут растения, мокрицы в виде какого-то красивого куба. И мокрицы очень важный элемент для регуляции. То есть они санитары, очистители мертвой органики. Вот, на этом наш биофон заканчивается, но мы, конечно, развиваемся, постараемся приобретать новые виды, разводим старые виды, ну, чтобы проводить уже хорошие экскурсии. Богомолы будут, и крупные пауки, и другие формы жизни. Круто. Ну, я, кстати, заметил, что в том кабинете есть еще какой-то очень интересный музей, и интересные экспонаты. Я думаю, мы сейчас тоже переместимся уже туда и познакомимся с интересными экспонатами. Итак, ну что, сейчас мы подошли к этим стендам. Я вообще даже затрудняюсь сказать, что здесь находится. Я думаю, сейчас Евгений нам все расскажет. Начнем, наверное, с этого, да? Да, но мы с ребятами хотели сделать сперва зоологический музей. Но помимо этого у меня очень много было исторических артефактов и минералогических, поэтому объединили в это один ксеномузей. Пока что тематика — это история и животный мир. А здесь у нас находятся интересные экспонаты, да, спасибо. Например, вот это у нас зуб шерстистого носорога. Если не ошибаюсь, 12 тысяч лет. Некоторые я купил, некоторые, получаются, экспонаты. Вот это вот, если посмотрим, здесь мы увидим, это аймикон, моя находка, отпечаток какого-то организма. Ты нашел, да? Да, это я нашел. Круто. Что-то дарят нам. Зуб это внутренняя часть, да, какая-то, немножко он расколот? Да, он расколот, к сожалению, не в идеальном состоянии. Вот, например, тоже мы увидим, я отдавал это в Германию на идентификацию. Я думал, что это растение, типа папоротника. Они сказали, что это отпечаток древнего червя сабирида. Морской червь, похожий на пальму. Он не двигается, он прикрепленным образом сидит, фильтрует воду. Тоже то есть ты прям камень аймикон. Отправлял туда? Да, отправил камень. Ничего себе. Тут у нас есть и что-то я покупал. Вот это вот, например, обожаю эту штуку. Аккуратно. Спасибо. Это аммониты. Из них торчали щупальцы, родственники кальмаров и осьминогов. Что-то так. Но самое крутое — это вот отпечаток рыбки. Вот это? Да. Слушай, ну это какая-то маленькая рыбка, да? Да, но тем не менее она у нас палеозой. Это достаточно давно. Ценность ее не в размере. Да, ценность достаточно в уникальности. Есть магазины, которые ориентируются на таких людей. Вот. Вот это вот, например, часть бивня мамонта, подарок. Тут также видим, это из Таиланда,
никуда без них. Вот, это скорпион. В Таиланде, в Юго-Восточной Азии обитают черные скорпионы. Они крупные, это императорский скорпион, огромные, но они такие ядовитые, как те, которые обитают в Средней Азии и в пустынях Африки. Те маленькие, желтые, есть такое даже поверье 100 шагов, не поверье, а это такой феномен. Если человек неправильно положит ботинки или не проверит их, чаще всего скорпионы заползают в ботинки, думают, что это пещера. И смертельно ядовито, это любит делать человек, надевает ботинки, делает 100 шагов и все. Так, понятно. Тут у нас секция моллюски. Вот это у нас бурозубки. У нас экспонаты постоянно увеличиваются. Это землеройки, которые летают у нас. Если откопать яму, они упадут туда. Да, в Якутии. Это вот наш местный вид. Сейчас можно перейти сюда. Тут мой отец работал геологом. Ну, сейчас тоже связан с геологией. Ну, и тут часть его коллекции камней, которые он мне подарил. Например, вот интересный мой любимый экземпляр. Руслан, как думаешь, что это? Так, вопрос тоже нашим телезрителям. Как думаете, что это? Можете попробовать дать ответ. Так, ну, по размеру я не знаю. Я не видел никогда страусиные яйца, как будто страусиное яйцо. Это камень? Камень. Так, камень. Или это может быть пушка? Подожди, это да, это как будто ядро, да, для древней пушки старинной. Эх, если бы. Нет? Да, к сожалению, это даже не яйцо динозавра и даже не вулканическая бомба, это безуаров камень органического происхождения. То есть Обычно это органика? Это органика, которая стала камнем в организме овцы. У овец есть проблема, они начинают кушать свою шерсть, шерсть слипается, минерализируется, и в конце концов образуется вот такой полноценный камень. То есть, ну да, я понимаю, что я уже взял это в руки, уже никуда не деться. Это шерсть, получается. Ну, Она вообще, стала камнем, да, изначально шерсть, какие-то там. Очень тяжелый, плотный такой. Там еще к шерсти начинают прилипать минералы, там кальций и так далее, поэтому, ну, в основании это шерсть овцы. Так, помимо этого болеют коровы, ну, редко, и даже было 400 случаев, когда у людей вот такие вот камни доставали не дай из бог. организма. Друзья, ну я думаю, что, может быть, кто-то из вас и дал правильный ответ. Я, к сожалению, ошибся. В Гарри Поттере, по-моему, он упоминался как магический артефакт. Ну и серьезно? да, получается, в средние века, ну, время у людей, они очень ценились, особенно китайские, потому что они обладали там противоядовыми свойствами. Серьезно? Да. Тут же у нас есть, Интересно. ну, это обычные кристаллы кварца. Здесь Слушай, а у вот нас... это что за старые баночки? такие? помимо этого, вот из моей коллекции, которая относится к исторической части. То есть это какие-то реактивы, фенолфталин, индикатор и диметиловый желтый. Они определяют, где кислота, где, получается, желчь. Там вот малахиты, это вот камень горелик, который у нас в Якутии достаточно много. Застывшая лава. С Камчатки, конечно же. Тут историческая часть перемешанная. Мы бы еще просто нормально не организовались. То есть в будущем вы планируете сделать такой как бы музей, да? Да, это вот лично моя мечта. О, это что такое? Это тот таракан, которого ты держал. Да я туда вижу знакомые. Это уже он в виде такой, как называется? Как вообще? Не мумия же называют у насекомых. Ну это засушенный просто таракан, называют засушенная коллекция. Засушенная коллекция. Вот. Ну, это Улей. улей, Это я знаю. Да, это челюсть. бумажный осых, осиный улей. Бумажный. Вот, дикие осы там обитают. А это что такое? Так, ну-ка. Давайте посмотрим. Так, ну это тоже какие-то летающие насекомые. Правильно. Это не куколки? Ну, типа они из них. Нет, не совсем. Тоже Ну, улей. частично, да. Да, это улей, но улей шмелей. Называется бомбидарий, потому что Слушай, толпение- они как бы по они отдельности, под да? землей живут. Они строят пещерки, и там в некоторые они делают горшки, там мед находится, и в этих сидят личинки и другие животные. Круто. Ну и здесь находится частично та коллекция живых животных, которых я собирал, еще не То есть этикетировано. вот Это все из Якутии. Ты все сам собирал, Да.
Это у нас личинки каких-то мух. Надо на самом деле определять, это личинка веснянки, перед нами личинка стрекозы. Ого. Обычно используем формалин для этого. Тут какие-то тоже насекомые. Вот этот жук, если его, к сожалению, плохо видно, надо было его в формалин положить. Ядовитый, единственный в Якутии ядовитый жук майка В называется. Якутии есть ядовитые Да. жуки? Да. Насколько Они ядовитые? появляются, ну если их съесть, можно, в принципе, умереть. Съесть. Да. То есть он не кусается? Он не кусается, он выделяет ядовитую железу, она стекает с ног, если человек возьмет, то, по идее, появится внутри. Химическая ожог. как аллергия. А если съест, то может и не выжить. Серьезная тема. Так. Друзья, сейчас Евгений отошел по делам и оставил нам микроскоп. Вы, наверное, видели, что в его коллекции есть скорпион. Скорпион достаточно маленький, но через этот микроскоп это просто вообще другой мир. Я сразу вспомнил школьные года, когда наблюдал. У меня был такой маленький микроскоп дома. Было очень интересно. И вот вам тоже представляем вниманию вид на скорпиона через микроскоп. Вот мы можем наблюдать, что скорпион сейчас не очень активен, но в то же время он питается. То есть ест жучка потихоньку. Вот мы можем видеть его жало. Круто. Да, просто супер. Кто упал? Кто упал? Просто Евгений сказал, что у них еще где-то есть скалопендра. Это серп. Серп упал, я испугался, сейчас там колония какая-нибудь разбежалась. Испытано на себе. Испытано на себе. Женя сейчас дал еще... Это правильно я называю это чашка Петри, да? Абсолютно верно. О. Чашка Петри, Что-то в которой находится опал, скорее всего, осенний. Это наш еще один маленький проект. Есть такие организмы, которые называются миксомицеты. Это клетки, похожие на амеб, и в определенный момент жизни они начинают сливаться в один сверхорганизм. Такое получается желтое пятно, которое может перемещаться в пространстве в поисках пищи. Это очень потрясающие организмы, которые можно выращивать и наблюдать за их движением. Ну, движение, конечно, у них очень медленное. Если поставить камеру на сутки, мы можем его зафиксировать. Вот с этими миксомицеты просто потрясающая форма жизни, которая ни на что не похожа. И здесь вот они обитают везде, космополиты, и, возможно, в опавшей листве можно их найти. Ага. А как они выглядят? Сейчас мы их, скорее всего, не увидим. В чашку Петри наливается вода, закрывается она. Если там есть вот эти вот одноклеточные организмы, и туда кинуть что-то наподобие каши Геркулес, они будут к ней идти, сливаться, и тогда мы увидим просто такой желтый пузырек с щупальцами, который пульсирует и ищет пищу, который боится света, убегает от света и бежит к воде. Круто. Казалось бы, да, друзья, то есть здесь у нас находится просто опавшая листва, но внутри нее есть свой достаточно интересный мир, экосистема. Миллионы живых клеток. Вот мой коллега Иван собирает черепа, занимается таксидермией. Вот это вот у нас нутрия. Это вот у нас какое-то мелкое хищное млекопитающее, по-моему, это куница. Вот, это волк. Ну и, конечно же, гордость – это цирковой тигр. Там внизу у нас волк, не волк, а собака-боксер и очень старый древний череп медведя. Ну и также у нас появится новый. Здесь у нас андатры. Ну и, конечно же, самый невероятный череп, который нам вот это. Так, может, будем ли загадывать телезрителям, угадать, что это за... Смотрите внимательно. Были мысли, что это череп обезьяны, какого-то мутанта.
Но вы все знаете это животное, это череп маленького мопса. Это, получается, эволюция сделала из волка мопса. Тут, Слушай, даже смотри, тут есть скелет лягушки. да, скелет лягушки, ты где-то покупал. Также бывают у нас журналы, мы заказываем. Это вот журнал «Насекомые России», и там приходят настоящие насекомые. А, это журнал? Да, такой? с эпоксидной смоле, с описанием, с этикетками. Вот это вот называется, например, телефон через «и», паукообразное. Это уже из Якутии. Одно из самых ядовитых растений Якутии называется вех ядовитый цикутовироза. Так, слушай, еще и ядовитые растения у нас есть? У нас много ядовитых растений. Серьезно? Да, вот этот, например, смертельно ядовитый. Вот этот, который да. ты в руках держишь? Да. Я думал, это бамбук. Очень похоже. Вот из него порошок, которым, в принципе, можно и натравить человека или даже корову. Сам вот этот стебель не столь ядовитый, как вот это вот корневище. И бывает, часто коровы путают его, съедают, и потом у них живот вздувается. и Как они он выглядит? погибают. Это он на болотистой местности, да? Да, растет? он предпочитает высокую влажность. Это Он типа сока, да? Нет? Не Он похоже? напоминает как гигантский укроп. Укроп по 2 метра. То есть вот у него мощный стебель, и в конце такая соцветие корзинка. Маленькая-маленькая. Слушай, я где-то видел такое. У их много разновидностей. Есть морковник, не такой ядовитый, жгун корень. Но вот этот именно вех ядовитый считается самым В таким. какой части Якутии произрастает? Он везде, по всей Якутии Везде? растет, везде. Но не так часто встречается. Мгм. То есть Ну, где-то на слава каком-то богу. болоте может вырасти. Вот. Да. Ну, если мы говорим о ядовитых растениях, то к нам идет сюда самое страшное растение России, уже пришло в связи с глобальным потеплением климата. К нам пришел борщевик Сосновского. Слышали про это растение? Поподробнее. Одно обладает мощнейшим фотоядом, фототоксином. Это крупное по 3 метра растение. Если человек пройдет, случайно заденет рукой голую часть кожи, растение, и на него пойдут солнечные лучи, у него будет мощнейший химический ожог. У него очень мощные, красивые стебли, похожи на эти. И были случаи, если дети ее там посмотрят так, они слепнут. О, Ну и, конечно, съесть растение – это смертельный приговор. ага. И в России уже законы есть, и за посадку такого растения ответственность. А почему ты говоришь, административная. что он идет, он как бы... Ну, Якутия суровая, у нас не все растения обитают. Но сейчас климат немножко стал мягче, и из Иркутской области к нам приходит вот это вот растение. То есть появляется уже на юге России, на юге Якутии, даже, по-моему, в Алекинске уже встречается. Мгм. Здесь у нас находится биологическая библиотека, книги, посвященные биологии, ну и просто из старой книги. Какая Одна- самая ценная книга Самая ценная, вот она. в твоей Все они библиотеке? лежат отдельно. Келлер. Ого. К сожалению, обложка не сохранилась. 1800, уже не помню какой год. Что интересно, тут уже были цветные картинки. Вот такие вот. Ничего себе. Слушай, это в те года уже так делали? Да, в те годы уже так делали. Интересно. Книгу написал немец, перевел ее другой немец на русский язык. Вот самое интересное, где я ее нашел. Нашел я ее на помойке. Серьезно? Да, возле одной библиотеки, где списывались книги. Ого. Не будем называть библиотеку. Там также другие Так. книги, которые посвящены, вот это мне нравится книга «Операция на ухе» 902 года. А мне больше всего мне нравится, это последняя страница, где фирма Bayer рекламирует лекарство под названием героин. Да. Сильное заявление. Ну, в то время лечили. Ну и, конечно же, Дарвин, куда же без отца современной, получается, эволюционной теории. Это 1937 год. Полностью копия оригинала его книги. У Дарвина, на самом деле, всего был один рисунок, это там схема. И вот так это выглядело. Потрясающая книга. Супер. Тут у нас также вот насекомые. Это вот Подожди. Индонезийский. Так, я знаю, это жук-носорог. абсолютно верно. Жук-носорог. Ой. Ну, жуков-носорогов более 5000 видов. А, Здесь у нас представлен один, который обитает в Индонезии с его латинским названием. Вот здесь у нас тоже интересная фотография. Это товарищ Спасский, который приезжал в Якутский научный центр. Фотография сделана моим родственником. Вот, единственная в мире такая фотография получается.
Ну и здесь просто мезоглея, выращиваем гриб, Это камбуча, которая называется теперь модно. На самом деле это не гриб, это колонии бактерий, микроорганизмов, ну и дрожжей. Ну, дрожжи гриб, поэтому можно считать, что это типа гриб. это гриб, который пьют? Да, да. А. Но мы его Слушай, я давно всегда- не кормили. Я всегда, я думаю, что ты нам расскажешь. Вообще не особо знаю пользу подобных напитков. Кто-то, вот есть две точки зрения, я не буду рекламировать. Кто-то говорит, что это очень полезно, благодаря наличию кислот, витаминов, а кто-то говорит, что наличие там других кислот очень вредно для организма. Ага. Поэтому тут идут споры, и 50 на сказать, 50. что это полезно или не полезно, как раз индивидуальные особенности. Мгм. В любом Каждый случае, решает. даже полезные вещи пить нужно в меру. Да, согласен. Друзья, ну что, сегодня я полон впечатлений, испытал на себе самое, конечно, такое экстремальное для меня сегодня это было подержать огромного таракана в руках. Это была моя такая большая фобия. Но я надеюсь, что я немного справился с одной из своих фобий. Может быть, уже более спокойно буду относиться к насекомым вот благодаря Евгению. Евгений, а есть какие-нибудь советы, может быть, которые можно дать? Вот? Конечно. И я тебе еще советую завести насекомых. Если что, обращайся, вот таракана, тогда точно фобия пройдет. Я хочу сказать то, что насекомые, да, вот эти вот членистоногие, вот эти вот формы жизни, они очень многообразны. Если мы воспринимаем таракана как обычного вредителя, на самом деле тараканов в природе более 5000 видов, каждый из которых уникален, есть краснокнижные, есть специальные тараканы, которые помогают в медицине. Яд скорпиона до сих пор применяется в медицине для лечения раковых заболеваний, потому что он метит, находит раковые клетки, его окрашивают, дорогая жидкость. Поэтому цените жизнь, которая вокруг вас. Спасибо. Ну что, спасибо Евгению. Пожалуйста. Друзья, да, любите окружающий мир, живите с ним в гармонии. Ну и, конечно же, успехов, здоровья вам и вашим близким. До новых встреч. Это был проект «Испытано на себе» на канале Якутия 24. Испытано на себе.